Россия, вот, Виктор Анатольевич, вот он хочет сказать несколько слов вам просто. Давайте. Добрый день, уважаемые коллеги. Если можно, сидя тоже есть. Я представляю интересы политической партии Возрождения России. Она была основана около 2 десятков лет назад. Ее создателем является Селезнев Геннадий Николаевич, который ушел очень скоропостижно из жизни, из нашей. В общем, эта партия, она как бы идеологически наполнена социальным содержанием, его заслуженным авторитетом, делами. Нет, давайте. Сейчас, извините, одну минуточку. Здесь у нас Андрей Бабушкин на связи. Он отключается. Пожалуйста, Андрей, очень извини, пожалуйста, что мы тебя не слышали. Да, дорогие друзья, спасибо большое за приглашение на конференцию. Я под мощнейшим впечатлением доклада Максима Шевченко. Я хочу напомнить прекрасные слова, о том, что все люди делятся на умных и идиотов, а идиоты делятся на партии, религии и национальности. Такая вот фраза парадоксальная, но вместе с тем, конечно, чтобы человек был полноценным человеком, он должен иметь национальную идентичность, национальное самосознание и историческую память. Если он не имеет исторической памяти, он не всего лишь маленькая щепочка в водовороте истории, который является объектом манипуляции с чем кому угодно. И Максим сегодня в своем чудесном докладе, я считаю, очень убедительно эти вещи нам доказал. Я не буду брать философские такие мировоззренческие аспекты, я практически во всем согласен с Максимом. Я действительно считаю, что и распространение стандарта восприятия 21 века на 16 век или тем более на 10 совершенно неправильно. И мы национальные районы, национальные поселения, такой статус у нас есть в законодательстве, и дублируют те наименования больше учреждений, населенных пунктов, водоемов на языке коренного населения. Второе. Провести инвентаризацию школ, где высок процент учащихся, относящихся к тюркским народам и другим народам России, например, изучение именно родного языка, истории и культуры. Когда такая потребность учащихся есть, а возможности нет учителей. Нет, третье, для беспечных языков. Например, насколько я знаю, чулымский язык это оставит, но у организации регулятором этого языка оставит официально не утвержден. Четвертое. Включить караимов крымчаков в список коренных малочисленных народов России, обеспечить им соответствующую поддержку. Просто парадоксальная ситуация. Народы есть, народы древние, никто не спорит, что они коренные малочисленные, а в реестре коренных народов России, к сожалению, нету. И амбиций некоторых наших этнографов, а тут кого туда включать и кого не включать. Наша партия – это политическая организация, которая открыта для всех, для тех, кто готов служить великому делу Возрождения. Само наименование говорит за себя. Партия Возрождения России. Программа содержит такие ключевые жизнеобразующие понятия. Это труд, справедливость, социальная защита и безопасность. Задача нашей партии – это построить социальное государство, политика которого создана направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Лидером нашей партии в настоящее время стоит человек, который поднимал эту партию, начинали они вместе, это Игорь Рауфович Ашурбейли. Очень серьезный человек, бизнесмен и, в общем-то, уважаемая личность, в том числе и среди народных масс. Да. В настоящее время, наша партия принимает участие в избирательной кампании депутаты законодательного собрания Нижегородской области с целью отстаивания интересов, разрешения всех проблем, конфликтных ситуаций и запросов жителей региона во всех сферах жизни. Живым примером является это работа, в том числе и партии, и лично Игоря Рауфовича,
Нижегородской области. В частности, он является в том числе почетным городом, почетным жителем, прошу прощения, города Арзамаса. Село Хирино, тоже, где родом откуда он. Сам он по национальности азербайджанец из Баку. И поэтому у нас в настоящее время сейчас в Нижнем Новгороде, в частности, открыта общественно приемная, открыты различные штабы по подготовке и проведению выборной кампании. Я полагаю, что мы приложим все усилия как партии и станем парламентской партией. В настоящее время такого статуса пока нет. Ну, а если станем парламентской партией, то, соответственно, уже будет большее представительство и, соответственно, уже вырастет авторитет, будут расти ряды, и люди будут вступать в члены. Хочу заметить, что в настоящее время наша партия имеет представительство в 52 регионах нашей страны. Это и Татарстан, и Башкортостан, и Чечня, и Адыгея, и Кабардино-Балкария, и, соответственно, российская центральная глубинка тоже. То есть везде, на Дальнем Востоке тоже имеется, и в Якутии, везде наши представительства имеют. Поэтому прошу, предлагаю вступать в ряды, пополнять ряды нашей партии. Спасибо. Вопрос, Да, каким образом и как это быстро делать? Как это быстро делать? Статус сторонника партии. Кроме того, мы в настоящее время объединяемся в коалицию, в том числе, значит, с партией Максима Леонардовича. То есть мы В принципе, партия цели социальная схожие, да? такая, да? У вас цели схожие, вот, которые Максим Да, говорил, да, у вас нет. да. Так, Но мы не такая оппозиция. Ну, программа совпадает некоторые В вопросы. принципе, да, особенно вот социальная политика, национальная политика, да, совпадает полностью. А сейчас я добавлю. Буквально, извините, на днях было совещание, в том числе, да, вот, На прошлой Полиция. неделе мы встречались с председателем Руководителем президиума, аппарата. самим Ашурбейли. Вот вся вот эта наша группа основная. И после этого мы продолжили общение с руководителем аппарата. И они просили передать, вот Виктор Алексеевич не мог сегодня прибыть. И вместо себя вы представляете. Дело в том, что у вас, наверное, есть выходцы из Нижегородской области, Нижгары. есть, да. Вот, как раз эта партия заинтересована выдвигать на местах и оказывать всяческую помощь, и политическую, и материальную, финансовую, что заинтересован, чтобы как раз Нижгаров там полно, коренные жители Нижегородской области, и достойные люди обязательно должны быть представлены в законодательном собрании Нижегородской области, так считает руководство партии. Ну, я хочу сказать так, помимо того, что еще мы можем какие-то коррективы вести, да, свою программу какую-то, какие-то вопросы, узкие вопросы, да, тоже можно внести, да? конечно. Они едут 1 числа. Да, Виктор Алексеевич 2-3 год. Да, 2-3 будут в Нижегородской области, если вы оттуда. А там именно будут куда? Нижний Новгород. Не, Нижний Новгород у нас большой. Они едут создавать. Покровская 9, у нас там Открывать есть уже уже. общественный А, приемный ну. штаб, Где там тут Ахмед работает. Шабанович, они вместе едут, по моей рекомендации. Не, ну, хорошо. Нет, я считаю, что... Нет, у нас Андрей Караулов входит в президиум. Караулов, ага, понял. Это немножко У него другое. своя партия, но он в коалицию входит. Да, да. Ну, да, попробуй знать. То есть в коалицию входит порядка 5 партий. Ну, тогда... Мелкие партии. Ну, хотелось бы по Нижегородской области, чтобы какая-то развернутая программа была. Да, там что именно опубликована. по Нижегородской области, понимаете, в чем дело? Там есть, например, у нас есть такие места, где бы вопросы еще при Советском Союзе остались такие вопросы открыты, как, например, район, рядом которым мы живем, да, который откуда родился, это Сергальский район, а рядом есть у нас Краснооктябрьский район.
И там как бы сейчас вопрос такой поднялся по поводу захоронения атомных и этих отходов. Вот. И это очень такая проблема для нас, потому что, как говорится, это наша малая родина, и для нас это очень как бы экология очень, очень больной вопрос. Вот этот вопрос как бы нас тоже это очень интересует. Не только это один из вопросов, только один из тезисов. Есть некоторые вопросы, которые действительно довести надо до вас, потому что мы, местные жители, мы знаем, что там, что происходит и что хотели бы увидеть. Там школы закрыты татарские. Да. Это не дело. Да. Если вы изыщите возможность, подъедьте, пожалуйста, Да, я к вам подъеду, на беседу к Виктору Алексеевичу Архипову, Обязательно приеду. руководителю ресторана. Пожалуйста, я передам Я считаю, что в среду я смогу к вам приехать. на среду. Да, завтра у меня просто этот вечер такой немножко загруженный. Созвонитесь. Обязательно Это приеду. реальная проблема, и они, в общем-то, будут включены дополнительными тезисами в программу. Хорошо. Жалко, мы поздно узнали, можно было и в газете опубликовать, там же есть местные газеты. Да нет, мы если сейчас, Да, смотрите, я сейчас мы выйдем, у нас как бы есть местные газеты, да, Шугандяр. Вот такая вот газета, она выходит у нас именно от партии. Хорошо. Такая вот была. Да, мы донесем это все, достучимся до наших этих, как говорится, до наших односельчан, до наших, как говорится, этих, которые живут в нашем районе, обязательно мы донесем. Потому что я хочу сказать так, сейчас я не готов все, вот, например, до подробностей все рассказывать, но я завтра подберу кое-какие темы, обязательно приеду к вам. Можно просто по вашим предложениям подготовить, в том числе письмо в адрес губернатора Нижегородской области от имени партии. Хорошо. Недавно мы с таким предложением обратились в адрес губернатора, касалось благоустройства Шатки, есть такой. и Хитрина. Хитрины есть, понятно. Хирина, прошу прощения. Понял. Хорошо. То есть аналогично все это можно будет именно. Потому что проблема именно захоронений ядерных отходов это серьезная проблема, и она влияет на экологию. А по Москве, Очень по существенно. Москве что-нибудь будете делать? По Москве. По Москве, Да. ну, в настоящее время по Москве у нас выборов нет. Единственно будут выборы. До выборы будут в связи с умершим. Но у нас вот связано с Нижегородской областью, есть Даниловское кладбище. И там есть свободная площадка, где можно было поставить, скажем, памятник, и значит, стелу с фамилиями без вести пропавших. Я вас Мусульман, понял. которые погибли. Да? Мы уже дважды писали в Московское управление по кладбищу, и нам дважды отказывали, У понимаете? нас есть представитель, вернее, региональное отделение партии в городе Москве. Да. Ага. Вот, и коим является председателем у нас Виктор Алексеевич Архипов. И мы аналогичное обращение подготовим в том числе в адрес мэра. Мы недавно обращались в адрес мэра, касалось наше обращение заморозки вот этих социальных карт москвичей. Да. Наравне с коммунистической партией, там еще с другими лидерами. И еще такой вопрос, вот по поводу социальных карт, например, да? Вот, например, у меня мама, да, 78 лет ей. Почему социальная карта, например, действует только по Москве? Она едет, например, на полгода, почти на 6 месяцев, едет в Нижегородскую область. Там такой же ее малая родина. Почему ей там не пользуются такими же, например, социальными правами? Например, тот же обратиться в медицинский пункт, да, если есть какие-то проблемы, потому что люди пожилые, всегда есть проблемы со здоровьем. Есть, например, другие социальные нормы, например, да, почему нельзя воспользоваться? Она же, если человек, как говорится, россиянин, почему не должен, например, воспользоваться этими Мне льготами? представляется, извините, мне представляется, что это должно быть на федеральном уровне, соответственно, или указом президента, или значит, каким-то законодательным актом, в том числе на федеральном уровне. Нет, я понял, но это же все равно Потому какая-то что проблема. подобная карта есть еще и в Московской области. Да, Есть. правильно, да. Но вот в Нижегородской нет. Нету, да. Это надо решать именно. Ну, в том числе мы можем с какой-то законодательной инициативой выступить. Да, я думаю, это будет полезно, конечно. Это в том числе, как сказать, соблюдение конституционных прав наших граждан. Вот у нас, Гайра, вы тоже летом ездите, ну тоже это социальное... Дело в том, что ты меня перебил. Еще важнейший вопрос есть, дистанционное образование на национальных языках. То же самое, 2 письма Министерства образования Москвы написано. И нам отказ, хотя вся база готова, все есть, понимаете?
Вот. А вы обращались именно в департамент? Но именно Собянин, он посылал Министерство образования на вот те же самые отписки идут. И результат отписки. Есть школа, есть база, учительская база, техническая база, есть методическая база. Отказ. Хотя это, в принципе, должно быть внедрено по всей России, опять же. Это федеральный должна быть программа. Тогда я еще раз предлагаю, надо выступать с законодательным судьей. Да, В том да, числе да, конечно. подключать именно, вот О. будет у нас представитель в Нижнем Новгороде, он Да. будет Но в данном интересы случае, наши как лоббировать. пилотный образец можно было сделать в Москве, хотя бы начать. Все есть, не хотят, понимаете? Вот. Вот надо на них надавить. Надо увидеть эти проекты. Это есть, это все есть. Байрамы, это письма надо будет, вы мне завтра, может быть, пришлете? Да все есть, на сайте все висит у нас. Что? Отсылали эти письма. Конечно, официально ответ. Нет, от кого именно? От кого именно? Там были Нет, ну, там- фамилии руководителей таких диаспор, таких. Ну нет, это было от имени татар Москвы. Вот, Так от имени давайте татар. сделаем расширенного. Был, есть и расширенные, где представители Подпишемся разных все народов и пойдем подписали. будем требовать ответа. Да, есть оно. Есть Но уже ответ опыт. один и тот же. У меня есть уже опыт. Пойдем. Да, сайт МТСС. Надо, чтобы Тогда надо внести в нашу Идем повестку туда. дня, Да. расширенную Вот сегодня. это Конечно, вопрос, это мероприятие. очень серьезно. Отдельный вопрос. Вместе мы силы. Протокольную часть мы ее Да. приложим. Да, ну мы все хотели сказать, что вместе да, но у татар все готово. Вот просто все готово. Вот ничего не надо делать. И то не хотят, понимаете? Ведь если бы начали бы хотя бы с одной точки, пошло бы дальше. Ничего нет. Понимаете? А первое письмо у нас действительно подписано многими национальными организациями. Тоже нулевой ответ. Надо пойти требовать ответа. Вот и все. Обязательно программу включим, да. Центральный, Да. префектура центрального органа. Да, Здесь да, вот Китай-город, это все есть. Таганская, да? Так что вот такие вопросы, вот они, по-моему, реальные, это сам, вполне, значит. Есть Так, у нас еще положение о молодежном крыле. О. То есть мы будем вовлекать в том числе и в выборную кампанию именно молодежь. Есть у нас предложение, в том числе, значит, членство в избирательной комиссии, чтобы было именно представительство от молодежи. Понятно. Потому что молодежь это в том числе использование современных технологий, соцсети и прочее, прочее. Да, это, как говорится, И это наша движущая сила, Движущая в сила, том числе да. именно она может стать какой-то такой именно краеугольной такой структурой, в том числе в деле преобразования нет, России. это будет свой вектор век, потому что молодежь Да. это одно, у них свой взгляд, свой, как бы, свой подход, свое начало, понимаете, в чем дело? Действительно, это новый крок. Вот видите, она за Навальным пошла молодежь, а почему бы и у нас Конечно, я это не считаю, произошло в нашей партии? Такое движение, именно молодежное крыло. Его их только направить надо в нужном направлении. Позиция, скажем так, ну, не наставничество, а в общем-то как бы. У нас Нижний Новгород, смотрите, остался только завод ГАЗ, остался завод имени революции, Октябрьской революции, да, и все там 3-4 завода, которые заработали, практически завод же был миллионером, не только миллионером, там, по-моему, около 2,5 миллионов населения жизни. Сейчас осталось еле-еле около чуть-чуть больше миллиона, понимаете, в чем дело, действительно. Метро не строится, транспорт плохо ходит, действительно, молодежи там работа, только рабочие места надо организовывать. И Нижний Новгород будет процветать, понимаете? Чем хуже, чем Москва. понятно, Мы давайте это подключаем еще одну минуту, буквально одну минуту. Мы подключаем к деятельности жизни нашей партии, кроме того, еще женсоветы, женские организации. Потому что права защиты материнства детей это тоже очень такие жизненные и социальные права, они направлены на это. Подключаем ветеранские организации, которые тоже, в общем-то, влачат жалкое существование. И студенчество. Обязательно. Вот. Спасибо. Нет, это вот раз, и потом напишите. Обязательно пишу, да, программу свою, да. Выписать. Да. Конечно, подготовки времени очень мало. Да. И надо подключить наши газеты обязательно. Обязательно, да. Более популярность. Да. Наши районы Да. российские газеты. Теперь, значит, у нас еще слово вот просит представитель молодежного как раз звена, понимаете? Вот, пожалуйста, представьтесь и скажите, да. Всех приветствую. Меня зовут Айбек Алишов. Я родился в Казахстане. С 94 года с семьей живем в Москве. Закончил здесь школу, университет. И
с 2005 года работаю в среде малого предпринимательства. С прошлого года я состою в Совете по предпринимательству молодежного парламента при Госдуме. Там мы как раз прорабатываем эти вопросы, все проблемы молодых предпринимателей, стартапов и находим какие-то решения, которые мы можем уже сразу внедрять в законодательство. Сейчас я участвую в праймерис «Единой России» со своей собственной программой. Кратко она затрагивает вопросы здоровья, вопросы защиты прав молодых предпринимателей, защиты прав потребителей товаров и услуг и защиту культуры и традиций всех народов, которые есть в составе России. Вот, потому что вот мы сейчас живем, и у нас есть родители, которые жили, есть бабушки, дедушки, предки, и все наши роды, они на протяжении многих тысячелетий жили на этой земле, благодаря им мы сейчас живем. И если вот мы сейчас здесь есть, значит наши роды, они идут от самого первого человека, который был на земле. Вот это громадная сила, громадные знания, огромная традиция. В том числе я выступаю за то, чтобы эти традиции возродить, те правила, то мировоззрение, по которым жили наши предки, наши родители, бабушки, дедушки. Вот. Оно, может быть, оно было утеряно, да, там последние, может быть, там 300 лет, там последние 100 лет, но зная, что у каждого из нас есть предок, который жил, можно сказать, там 1000 лет назад, да, 5000 лет назад, потому что мы все не взялись ниоткуда-то, да. У нас есть тот первый человек, от которого пошел наш род, каждого здесь присутствующего. И в этом огромная сила, это огромное тоже знание. Благодаря тому, что они так прожили, мы можем теперь продолжать тоже наши роды и создавать наш мир, в котором будут жить и наши дети, и наши внуки, и следующие поколения там на протяжении тысячелетий. Вот. Это одна из частей программы. Вторая часть очень важна, это ментальное, психологическое здоровье человека. То, во что он верит, то, какие он создает образы, какую картину мира, как он выстраивает свою жизнь, какое у него настроение, да, вот там хорошее, плохое настроение. Потому что психическое здоровье человека – это как раз то, чему нас учили наши предки. Это устойчивые образы позитивного мышления, которое создает добро, благополучие и вообще здоровье как физическое, так и на всех уровнях. Психологическое здоровье, здоровье в семье, здоровье там в роду, в нации, и здоровье всего государства в целом. Все начинается вот с каждого конкретного человека. Вот, и поэтому я участвую в праймерис, предварительном голосовании, для того, чтобы можно было эти принципы уже на федеральном уровне распространять и внедрять. Потому что даже в рамках нашего молодежного парламента есть инициативы, которые мы подаем в комитеты госдумовские, они там рассматривают и дальше берут в работу. То есть через это мы можем действовать и защищать и наши права, права молодых предпринимателей, и вообще всех народов России. Вот. Поэтому я сейчас прошу, если вот москвичей, поддержать меня на этих выборах праймерис, проголосовать за меня, потом там все расскажем, дадим инструкции. И вместе мы сможем собирать всю информацию, вместе мы сможем взаимодействовать, общаться, собирать все инициативы. И есть механизм, через который вот на федеральном уровне можно с этим работать и через все разногласия находить что-то общее и доводить до того, чтобы... Так, я отвечаю. Значит, для того, чтобы повысить роль тюркских народов, мы должны участвовать в политической борьбе. Мы пригласили лидеров политических партий.
Понимаете? Это не просто так. Вот. Да, мы не можем сразу пойти в Думу. Мы не можем еще куда-то залезть. Но хотя бы на местном уровне. Вот вам партии, с которой можно сотрудничать. Это первый шаг. Один из важнейших. До этого мы еще целую кучу мероприятий провели. Вы, наверное, только не в курсе, а мы очень много проводим. Если вы знаете, то очень хорошо. Дальше мы создали общественное движение «Тюрко-татарская Россия». Пожалуйста, пишите предложения. Это в Фейсбуке есть группа. Никто не пишет. Мы выпустили обращение против армянского фашизма. Извините, вы написали его? А мы написали. Мы работаем по дистанционному образованию, чтобы было. Опять-таки, мы написали, мы собираем подписи. Ну, а каким путем? Что конкретно? Подождите, дальше еще скажу. Россия, тюркский мир, концепция перед вами лежит. Вы что-нибудь сделали по ней? Она висит в интернете давным-давно. Вы же не интересуетесь? Я что Смотрите, нет. Вот Гашим Афенди, он в курсе. Вот лидер, так? Вот следующий лидер сидит рядом, так? Мы пригласили лидеров организаций, но, к сожалению, у нас, опять-таки, сильных организаций нету. Потому что государство зажало вот так вот всех. Понимаете, мы пытаемся сопротивляться как можем сейчас, в данный момент. И поэтому, конечно, хотелось бы, не все, может быть, у вас опыт большой, вы же, я знаю, чуть ли не кандидат политических наук, по-моему. Да, ну вот, опыт-то огромный. Ну давайте, где они, кандидаты? Где их предложения? Пишите. Прошу прощения. Да. Очень хорошо говорите. Но не тот политический партия, не те, эти люди. Нам конкретно ничего не предлагали. Конкретно. Для этого. Вот. Или, знаете, как сказать? Программа цели и округ, который как... Программа у всех одинаковая. Нет. Цели тоже одинаковые. Это все равно. Эти программы никто не выполняет. Цели тоже не выполняют. Да, Мы должны благодарны, это двигатель, это локомотив, за которым мы пришли. Он русскому миру говорит, преподносит на их языке, не на татарском, не на Азербайджане, короче, а на русском языке подносит, что собой представляют тюрки. Когда я скажу как татарин, что представляют тюрки, русские не услышат. А когда русские русским говорят, он знает свой менталитет. Послушайте, Я об этом дорогой. говорю. Это очень уважаемый человек, который сегодня, Абдурашид, сегодня он является одним из, скажем, да, такой, на политическом поприще России, не только вы говорите, не единой России, его знает весь мир почти что. Это очень огромный потенциал. Это я против Это не имею. очень большой человек. Это для нас, кроме него, есть еще там. Нет, то, что посетил сегодня это Послушайте, мероприятие, я это не говорю, огромное что сегодня для нас. это. Я понял, слышал вас. Таких людей есть еще. Это наша гордость. Но Во-первых, я хочу приветствовать тех, кого я впервые сегодня вижу за этим нашим столом, по которому мы не раз уже собирались, а также воодушевить наш актив, который, вот, Гайр Эфенди сказал, работает в этом направлении. Сегодня, на мой взгляд, состоялось очень важное событие, потому что вот председатель новой партии Максим Шевченко, который членораздельно, конкретно, ясно обозначил свою позицию. Я, знаете, в политике очень давно. То, что я писатель, ученый, это, знаете, вот как граненый стакан, разные грани. Но поскольку нам не дают, и мы правильно должны ставить вопрос о нашем участии, не только тюрков, а вообще всех народов России, мы за последние 30 лет в этой новой России не имеем права голоса, а многие вообще не имеют никаких прав. Превращенные, как вы знаете, в СНГ, диаспоры и так далее. Хотя это все наши сограждане по СССР. И у нас, подождите, у нас двойная идентичность. С одной стороны, вот мы, татары, почему мы называемся тюрко-татарами? Потому что мы коренные тюркские народы России, Российской Федерации. Это надо различать. Вот он ясно, Шевченко объяснял это, потому что наверху они ни черта этого не понимают. Потому что наверху они сидят, чиновники, они
не различает мордву от марица, бурят от якута, гагауза от азербайджанца не могут отличить. Как такие люди могут вести национальную политику в такой стране? Вот мне нужно было его послушать. Мы все его смотрим, слушаем. Он ясно сказал. Нас, прежде всего, во-первых, почему мы хотим, чтобы была создана партия народов России. Естественно, поскольку турко-татары главный массив в нашей стране, мы и будем являться тем объединяющим ядром, к которому примыкать все остальные другие народы, финно-угорские народы, кавказские и прочее, прочее. Этого вы правильно говорите, мы не достигли и можем еще 1000 лет на это говорить. И обращаться к своему славному, но, к сожалению, невозвратному прошлому. Поэтому что нам надо делать? Нам надо искать наших единомышленников. Вот мы услышали сегодня эту новую партию, которая вышла из... Мы, поскольку народу, вот он говорил о социальном, национальный вопрос это социальный вопрос, поэтому мы с вами, народы России, народы вообще все народы, так сказать, русские, мы должны быть с левориберальными социал-демократического уклона партиями. Мы не можем быть с буржуйскими партиями. Мы не можем быть с этими коллаборационистами, которые продают родину и предали, понимаете? Это бесполезно с ними разговаривать. Мы пытаемся им понравиться. Он ясно сказал, мы им не нужны. Им вообще народ не нужен России, если была бы только деньги качать из недр наших земель. Поэтому вот главный вопрос, это вопрос нашего участия в жизни нашего государства. Советский период тоже была ошибка. Советский период тоже была ошибка, потому что тюрко-татарский фактор оставался в туне, на периферии наших интересов. Даже по сравнению с царской Россией, когда очень активно использовались наши силы. Но это другой вопрос, я туда далеко не буду уходить. Почему в Советском Союзе так происходило? Потому что, с одной стороны, коммунисты представляли собой представителей идеи мировой революции. Главным был Троцкий. Для них любая страна должна была быть базой мировой революции. Вот случайно в России произошла революция, они взяли революцию за основу. Для Сталина Россия была главнее. И вместе со Сталиным, вместе с Микояном, в России внутри коммунистической партии стал возрождаться великодержавный комплекс, против которого Ленин прозорливо выступал. Понимаете? И они мешали вот этому братству наших народов. Потому что вот этот великодержавный шовинистический подход внутри этой партии советской за все время существования не прекращался. Мы об этом не догадываемся. Понимаете? Потому что они придумали тюрко-татар, которые как будто там 300 лет угнетали, всякую чепуху. В то время как именно мы создали это государство с последним. То есть правильно прочитывалась история России. Первый царь был хан самое Батый. главное, что в каком государстве мы хотим жить. Вот эти силы хотят Россию превратить в унитарное государство. Была бы их возможность, они бы хотели бы иметь ту же территорию, но только без нас, без народов. Им можно сказать, но если мы вам не нравимся, так освободитесь от нас. Освободите нас, но мы не мигранты. У каждого народа в России своя земля, своя огромная территория. Татарская территория от Нижнего Новгорода до Астрахани. Это не маленькая Чечня. О чем они думали, которые не могли Выше еще. Я знаю, я так скромно говорю. Вот, понимаете? И вот дальше, послушайте. Поэтому он сказал, нам нужно федеративное, демократическое российское государство. Хотим мы этого? Да. Почему нету в Государственной Думе, нет второй палаты? Вот оттуда все началось. Когда они разрушили СССР, большую Россию, они специально ликвидировали палату национальности. Вот где палата национальности была очень важной трибуной. Они хотели отменить все народы. Они думали, половину народа, там 14 республики мы выбросим за борт, и нас, Чубайсов, Гайдаров, возьмут в Европу. Они им долю показали вот сейчас Запад. Никуда их не возьмут. Все. Понимаете? Как бы они ни старались, и теперь они пытаются играть уже в патриотов.
Вот, и поэтому наш фактор, с одной стороны, важнейший фактор, когда, если говорить военным языком, боевые части измотанные, они отводятся в тыл для ремонта, как говорится по-военному. Вот сегодня русский народ, между нами говоря, устал. И это они сами это чувствуют. Устал. У кого сохранились здоровые силы, чья энергия не использована? Наша. И мы ответственны, мы как отцы этой страны, этого государства, мы ответственны за судьбу этой страны. Но они еще, чтобы быть ответственными, сейчас. Чтобы быть ответственным, мы должны добиться. Вот, мы должны добиться этого. Не выпрашивать себе какие-то жалкие места в Госдуме. Дайте нам там 1-2 места. Нет, они сами должны определить, как это было в Палате национальности. Не они должны определить, законы должны. Не они должны определить. Вот это неправильно. У государства должно определиться, общество. Вот. У каждого народа должна быть своя квота. Я сторонник того, чтобы все народы, независимо от количества, имели равные голоса. Вот за это мы с вами должны будем бороться. это Советский Союз давно уехал. Советский Союз вернется, вы не волнуйтесь. Историю не знаете. Государство восстанавливается, умирает. Так вы говорите словами этих либералов, которые нас хотят, знаете, обезоружить. Вы меня не перебивайте, я отлично знаю. Византийская империя захвачена латинянами не существовала 59 лет, пока монголы не пришли, не разгромили их и выкинули их крестоносцев. И она еще 250 лет существовала, если бы ее не завоевали османы. Понимаете? Государство исчезает и восстанавливается. Вот именно. Кто думал, что... Они все думали, что азербайджанцы не умеют воевать, и вы показали. Что, оказывается, азербайджанцы не только помидором могут торговать. У них сельджукский дух военный. Он и показался. Это только начало, кстати. Вы меня не перебивайте, пожалуйста. То мы уходим в сторону. Истории пришли задавать здесь. Почему историю? Вы хотите, чтобы мы не говорили? Нет, говорить надо, но... Мы же вас выслушали. И он просит программу действий. Вот программа действий, вот об этом. Нам нужно федеративное государство, нам нужна палата национальностей, нам нужно равное представительство и так далее. Ну что вы перебиваете меня, не даете говорить. Тогда зачем мы собираемся с вами? Если вот так мы... Знаете, почему тюрки погибли? Вот так мы, 1000 лет назад, вот так. Племенные различия, до сих пор поем о своих племенных различиях. Идиотов. Почему погибла Золотая Орда? Вы знаете об этом? Почему погибло великое государство Хулагуитов, столица Тебриза? Почему погибло Чагатайское государство? Где они? Из-за разногласий. Вот из-за этих разногласий. Понимаете, мы не хотим слушать, мы не хотим объединяться. Я 30 лет занимаюсь тюркским вопросом. Я президент Конгресса тюркских народов России. Всякие Абдулатиповы нам тюркам не дали. Результат покажите. Не дали нам, не дают зарегистрироваться. Вы понимаете? Послушайте, под именем «Моя Родина» зарегистрируется. Обязательно надо тюркский написать, что ли? «Моя Родина» и все, зарегистрируется. Кто хочет работать, я говорю, что... Вы хотите, чтобы собрались... Вот вы говорите о России, вы не знаете тюркский народ России. Вы знаете все народы? Половина республик России это тюркские государства. Я знаю. Не знаете вы? Вы когда я вас слышу, вы начинаете говорить о народах России, я знаю, об азербайджанцах, об узбеках и других. Вы понимаете? О таджиках. Олег, дайте человеку, ученому высказаться, и он дальнейшей тактику. Нет. Галип правильно говорит. Надо конкретные меры, конечно, надо делать. Конкретно. Ну, вот именно. Вот сегодня конкретика была. Здесь была конкретика. Конкретика была. А Журбейли, кстати говоря, это выдающийся азербайджанец вообще. Он, я вам скажу, он создавал С-300, С-400, С-500. Я 11 знаю. лет руководил. Вот извините, он выдвигается в Нижегородской области. Правильно, он должен выдвигаться там. Вот и все. А За для собой чего тащит. Подождите, За собой тащит татар. Да-да-да, где 50% делалось это С-400? Это все основные запчасти делалось в Нижегородской области. Он там все знает. Там завод работает, там люди работали. А его там знают. программы были. Послушайте, я как азербайджанец его хорошо знаю. Что им делать, тоже хорошо знаю. Но зачем мне это? Я говорю, что если хотите этому человеку помочь, этому человеку, Им не надо. О,
Вот единственный, кто вот защищает, да, Максим Шевченко, Андрей Бабушкин от Яблока. Кстати, само Яблоко, тоже там они у них это сам европейский уклон. Опять ни слова в программе Яблоко о защите прав народов нет. Единственный Андрей Бабушкин об этом говорит у них. Но он член политсовета Яблоко. Вот. И вот третья партия, как раз это самое, Ашурбейди, выдающийся человек, азербайджанец, который действительно хочет возродить Россию. Но мы разве против? Это легенда. Да. Если он позволяет людям баллотироваться в местные органы власти, но ради Бога. И у нас как раз в программе нашей вот это самое общественного движения сказано, что мы, в общем, мы готовы сотрудничать с любой партией, которая только делает нам какую-то пользу. Понимаете? Вот и все. То есть нам все равно, хоть Единая Россия хочет помочь, да ради Бога. Мы к Единой России дали предложение, они ни черта не сделали. Ни черта, ничего. Они никого не видят. Вот, но мы дали конкретное предложение. Все понятно. Ясно? Вот здесь тоже даем предложение. Третьим дадим предложение. Наши, так? Вот как мы работаем. У нас главное генеральное направление — это сотрудничество России с тюркским миром. Из Турции. Мы видим, что это выгодно для всей России. Так? Нам нужно евразийское направление открыть. Кстати, с Брантой Яновичем мы были на евразийской конференции, которую проводил фонд Гумилева. Мы послушали, что такое российское евразийство. Вот. Это как раз русификация всей Евразии. Нам такое евразийство вообще не нужно. Значит, нам нужно опять свою платформу евразийства создать. И если Россия в генеральном направлении вызовет себе сотрудничество с тюркским миром, а вы заметите, кстати, газовый поток сначала был в Болгарию направлен, да? Но братья-славяне чего сделали? Плюнули на нас. Вот. А Турция взяла на себя эту роль, понимаете? Значит, мы должны быть благодарны Турции. Весь этот поток пошел через Турцию. Да? Вот. Но мы же этого как-то не замечаем. Вот. И поэтому вот любые вещи, которые нас разъединяют с Турцией, мы должны всячески препятствовать этому. А с другой стороны, содействовать тому, чтобы это сближалось. Страны СНГ — это тоже практически тюркские народы все. Так? Мы решаем, если мы со стран СНГ не будем работать, значит, на это место придет Китай. С той стороны Запад приходит, опять-таки, своими базами, все прочее. Вот единственная у нас платформа. Вот. И для нашей страны, если мы подружим с тюркским миром, значит, у нас откроется выход и на Иран, так? И мы тоже деваться некуда. Там сколько у них? 40% азербайджанцев или сколько? Даже больше. 40 миллионов. Скрывается. Да. Вот. Понимаете? Туркменов еще. Ну вот, туркмены там есть, так? Вот смотрите, открывается какой горизонт. А потом ведь, если мы опять-таки, история для чего нужна? Мы, если копнем европейскую историю, извините, так вся Европа на тюрках построена. В Германии тюркские руны, в Швеции тюркские руны, понимаете? Это же тоже наши корни. Они тоже об этом вспомнят. Они вспомнят, швейцарские гвардейцы, это что? Бывшие тюрки, которые охраняют Папу Римского. Вот ведь у них же это все нарисовано, они не понимают своих вот вещей, понимаете, то, что у них это отображено. Вот это наша задача. Мурат Аджич за что отдал свою жизнь, понимаете? Иерусалим такой. Да, да везде это, понимаете? В российских храмах посмотрите, что творится, то же самое. Вот. Мы же даже для России ее историю-то не показали еще, мы должны ее показать. Мы должны изменить отношение россиян к тюркам. Понять, что у нас общие корни и так. Вот, в принципе. Давайте вот как-то, если есть предложить, давайте писать об этом. У нас в Фейсбуке есть группа. Пожалуйста, подключайтесь, пишите. Я предлагаю то-то, это. Нам нужно телевидение, нам нужны средства массовой информации свои. Но уже на все деньги где взять? Вот есть партия, которая может помочь. Может быть, наши ребята постараются что-то сделать, правильно? Вот есть бизнесмен, который дает площадку для сбора. Больше негде собраться. Вот ведь мы в каком положении. А ведь если что-то скажешь не то против Единой России, тебя могут и в тюрьму посадить. У нас сейчас время такое. Да? Платошкин-то как, за что получил-то сам? А кто за Платошкина воевал? Вот Максим. Да, и нельзя сказать, что он это самое.
Вот так вот. У нас положение, конечно, тут либо пан, либо пропал. Вот. Российский герб двуголовый. Один славяно-православный, другой должен быть тюркский. Понимаете? Вот за вторую голову мы и боремся. Вот и все. Я считаю. Спасибо вам. Да. Объявление. Да, вот ваше, кстати, объявление. Значит, спасибо этому дому. Мы благодарим Рустам Бey. Да. Спасибо вам за то, что в Москве есть площадка, где любой человек может себе позволить переходить, высказаться, даже эмоционально. Это вас тоже касается. Только молодого человека. Это наш москвич. У нас, уважаемый писатель, мы понимаем, что мы действительно отстаем от жизни. Да. Мы как раз собираемся здесь, чтобы понять, что мы делаем, куда мы идем. Вот здесь появляются первые ласточки. Вот давайте за это предлагайте, пожалуйста, вы правильно говорите. В общем, вместе мы сильнее, мы этого знаем. Давайте и объявление, пожалуйста. 27 мая 14:00 Дом культуры Подмосковья, это Красногорский, большой клуб, большой зал, 1000 человек. Мы проводим десятилетие нашей московской региональной национальной культурной автономии азербайджанцев Московской области. Да, с 2 до 6 часов. Будет официальная часть приветствия больших чиновников, депутатов областной думы, Московской думы. И это самое. Будет концертная программа, вторая часть. Азербайджанская, да. И еще подарков целых. Нет, спасибо. Значит, объявление будет в группе. Вот турский народ, вот там. А у нас, кто там нету, узнайте друг друга.